очень интересное явление бизнес-ангелы России. Но надо сказать, что эта популяция инвесторов образовалась совершенно недавно, менее 10 лет на территории нашей страны. И очень много возникает вопросов, а что же такое вообще бизнес-ангел? И надо сказать, что те замечательные новаторы, которые образовали это понятие, они очень серьезно обращались к культуре еще библейских основ. Поэтому, если мы посмотрим, что такое вообще ангел, это помогающий людям, образование, помогающее людям, причем образование, созданное божеством. Это и в иудаизме, в исламе, в христианстве очень интересное такое образование. И вот действительно бизнес-ангелы – это те люди, которые помогают из идеи сделать очень интересные проекты. Как это происходит? Ну, что такое бизнес-ангел? Это инвестор. Вот очень важно понимать, что человек, который вкладывает свои деньги на предыдущей лекции или на предыдущем выступлении, панели, мы с вами слышали, какие структурные есть элементы для того, чтобы наше общество инновационно развивалось. Финансовые инструменты. Так вот, бизнес-ангел вкладывает свои деньги. Во что он вкладывает? Он вкладывает в инновационные проекты на стадии создания предприятия. Какой интерес бизнес-ангела? Это не просто деньги банковского характера в долг. Это деньги, которые он выдает, рискуя, очень сильно рискуя их потерять, выдает деньги на условиях приобретения доли в компании. И надо откровенно сказать, что это очень тревожное с точки зрения инвестора финансирование, потому что из 100 проектов, в которые вкладывают бизнес-ангелы свои личные и немалые деньги, как мы здесь уже слышали, как минимум 90 проектов кончаются банкротством. И вот здесь очень серьезная психологическая проблема, коллеги, возникает. Проблема автора. Из 100 авторов каждый уверен, что его проект, его предложения приведут к огромным финансовым успехам, что этот проект нужен людям, нужен обществу. И, к сожалению, по разным причинам, из 100 случаев 90 реализовать эти предложения не удается. Поэтому очень сложно вести такую деятельность финансовую. Недаром говорят, что бизнес-ангелы – это деньги, инвесторы, но деньги умные, которые вкладываются инвесторам, способным передать свой жизненный опыт, профессиональный опыт, передать свои связи деловые. Это очень интересная структурная форма жизнедеятельности общества. И если мы подумаем, почему на территории России популяция бизнес-ангелов возникла всего около 10 лет назад, а в Соединенных Штатах Америки уже полвека этой культуры инвестирования в инновационные проекты, то мы должны прекрасно понимать, что уклады экономические, 4-й, 5-й, 1-й, 6-й и так далее, это форма, культурологическая форма жизни. И вот в Соединенных Штатах Америки впервые в мире возникло это понятие бизнес-ангелов. Оно вначале возникло в проектах, никак не связанных с айтишной системой, с айтишной сферой, потому что еще не было ни интернетов, но уже было понятие бизнес-ангелов. Кто-нибудь знает, когда возникли бизнес-ангелы? Как возникло вообще это слово? Ну, чтобы не отнимать внимание, буквально минута. В годы кризиса в Соединенных Штатах Америки очень много талантливых актеров, режиссеров, сценаристов имели прекрасные, замечательные планы, и вдруг катастрофа, финансовый кризис. И вот стали сбрасываются актеры, режиссеры, свои деньги занимают у друзей, привлекают родственников. И на эти деньги ставили спектакли, и действительно таким образом сценическая культура Соединенных Штатов Америки в 30-х годах сумела выжить. Ну а полвека спустя, вернее, чуть меньше, где-то в 60-е годы, зародилось движение бизнес-ангельское в Соединенных Штатах Америки, стали возникать идеи. Вот почему мы говорим, изменяется уклад. Способны отдельные люди, сегодня примеры, вы посмотрите какие, Facebook у всех, да, на словах, Microsoft, Yahoo, и каких только чудес мы сейчас не насмотрелись, это все бизнес-ангельское инвестирование. И действительно профессора в 60-е годы в Силиконовой долине, толковые ребята, молодые, лет по 35, мы вот с Игорем Владимировичем здесь присутствующим, с ними встречались,
Они еще живы, кому уже 80, кому 90, но довольно интересные ребята, они сохраняют юность, несмотря на возраст. Они имели интересные предложения, финансирование на которые не могли найти с точки зрения программ университетских и государственных. Они стали вкладывать свои личные деньги, и вот так зародилась эта культура бизнес-ангельская в Америке, из Силиконовой долины. Дальше эта культура пошла развиваться по всей Америке, а сегодня и по всему миру. Ну, что такое бизнес-ангельство и вообще ее перспективы этой замечательной работы и движения человеческой мысли и деятельности? Но в Соединенных Штатах Америки это около 400 тысяч человек. Ежегодно порядок инвестирования более 20 миллиардов долларов, чтобы представить вообще масштаб деятельности и общественную ценность этой формы инвестирования.